Абхазия обладает древней, насыщенной событиями историей. А многое из того, что совершали наши предки, ушло вглубь веков. Какие-то события требуют новых исследований и подтверждений. Существует версия об абхазском происхождении царицы Тамары, которая 30 лет правила Абхазским царством. Свидетельствует об этом, кстати, грузинская народная песня. О чем повествует песня, какие выводы можно сделать на основании слов этой песни, побеседуем с Юрием Квициния, поэтом и общественным деятелем, а также исследователем истории Абхазии. Здравствуйте, Юрий Тарасович. Здравствуйте. Итак, очень интересная версия, которую вы, кстати, опубликовали в наших местных изданиях. Вот в чем заключается эта версия, как на основании одной песни вот можно сделать такой вывод, что царица Тамара имела абхазское происхождение, что она была по национальности абхазка, что руководила и управляла 30 лет Абхазским царством. Ну, слово «национальность» я бы и не применял, потому что это современное слово. Ага. Она, конечно, имеет корни армянские. Багратиды, багратуняне от этого рода идет. Но бабушка их всех – это Гуранду, дочь абхазского царя Георгия Ачба, которого мы называем цари Леонидов. Леониды – это все ачбовцы. Ну, если вы хорошо знаете, наверное, род ачбовцев сперва правила Абазгией, и где-то начало VI века. С того времени до VIII века, пока к власти не пришел Леон II, они правили Абазгией. А Леон II объединил всю остальную Абхазию. Но считается, что Абхазия простирается до игры, это современное понятие, а она простиралась до Лахты, до Лихских гор, до реки Чорох. И вся вот эта территория объединяет Леон II, и теперь ачбовцы правят еще всей Абхазией до где-то до X века, когда наследника абхазских царей не оказалось. Это при сыновья Георгия II, их было 4, одного он собственноручно расстрелял, потому что он предал его, стал. Но это другая история. Я не хотел об этом говорить, мы уйдем очень далеко. Углубляться не будем. Давайте вернемся к песне. Да? Расскажите, о чем говорит эта песня. Тогда я вот начну с того, что в 1213 году умирает царица Тамара. Царица Тамара правила практически империей, Кавказской империей. Территория охватила огромная при ней, и очень много народов входило в эту империю. У нее титулатура, она одна из самых больших. Она царь абхазов, картлов, кахов, армян, алан, Ширвана и даже Руси. То есть у него была огромная территория. От Трабзона до Баку современной, до Каспия и до Азова. Вся эта территория Северного Кавказа вместе взятая, все входило в ее. И вот в 1213 году, когда она умерла, ее увезли в Абхазию. Хотя грузинские ученые все современные 20 века все ищут ее могилу то в Палестине, то на Северном Кавказе у ингушей. То ищут... А что вам дает право утверждать, что ее увезли в Абхазию? Я сейчас скажу. То сейчас даже появился, ее увезли в Кипр. Но именно в начале, после смерти 800 лет тому назад, примерно, ровно, можно говорить, 800 лет тому назад, грузинский народ создает песню. «Увезли Тамару, деву, в Абхазию», называется заглавие. И там текст идет: «Ты свидетель, Грузия, увезли Тамару в Абхазию». Если она грузинская царица, почему ее увезли в Абхазию? Первое. Единственная царица из багратидов, возможно, еще Давид
II, ну, внук Давида Строителя, он правил очень мало, это он с отцом там был большой конфликт, он сверг, потом обратно, его убили, кто убил, неизвестно и так далее. Вот если и он тоже, по всей вероятности, родился в Тбилиси, так все остальные багратиды в основном родом из Кутаиси. А царица Тамара родилась там. Ну, считают Мцхета, все равно в Картле она родилась. И ее короновали сперва там же. И короновал ее, пока еще был ее отец, грузины называют Георгием III, а на самом деле он Георгий V. Это тоже очень интересно, откуда идет имя Георгий. Имя Георгий идет от святого Георгия, с одной стороны. Ну а вообще-то династия всех этих царей идет от Георгия II, отца Гурандухт. Это был великий царь и завоеватель. Он всю жизнь положил на этих войнах. В основном он завоевывал грузинские земли, Карт, Кахеты. Ну, это тоже спорно, насколько тогда было на грузинским. Но не будем называть грузинскими. И когда царица умерла, хотя она родилась в Тбилиси, там стоит храм, храм, который построил ее отец, Георгий V, но ее не хоронят там. Увозят ее в Кутаиси. Но она точно похоронена в Кутаиси, но грузины почему-то стараются не говорить. Я думаю, что здесь как раз подоплека. Дело в том, что Кутаис тогда была чисто абхазской землей. И Мерита еще не было. И это все вот в этой песне раскрывается. Вот смотрите, увезли в Абхазию, и свидетель ты Грузия. Даже эти слова разделяет, то есть не в Грузию, а Сакартвелу. Понятие Грузия появилось где-то в 18 веке. Сакартвелу. То есть эта песня, то есть народ грузинский делит Сакартвелу от Абхазии. Ну, интересная теория, но насколько можно полагаться на слова одной песни для того, чтобы как бы исследовать исторические события или утверждать какое-то историческое событие? На что еще можно опираться? Вот, нет, на что опираться еще много, но с моей точки зрения, вот здесь у меня слова, которые принадлежат Вахуште Багратионы об абхазских багратитах. Я сейчас прочту, но перед этим на ваш ответ. Кому больше надо верить? Народу, современникам царицы Тамар или какому-то историку XVIII века? Ну, мы знаем, что историю часто любят переписывать, особенно в последнее время этим грешат. Я не знаю, грешили ли этим в XVIII веке, но есть такой факт. Такой факт. Ну, может быть, можно к историкам XVIII века все-таки более доверительно относиться, чем, допустим, к историкам, скажем так, современности, которые вот попали в эту нашу турбулентную историческую обстановку и пытаются как свои теории подвести, вот под свои теории подвести какие-то события. Нет, но в данном случае мы говорим о грузинском народе, который создал эту песню. Это же современники создали. Они ее знали. Если вы посмотрите текст, они там рассказывают, как ей оседлали коня. Ну, лурджи, это абхазское слово, акшлардж. Это белая лошадь, крапленная синими цветами. Это красиво, это. И у нее очень много работ художников грузинских. Абхазии они ничего не создают, считая не своим. Я почему, кстати, хочу об этом говорить, потому что абхазский в целом народ, и даже наши историки, правда, в последнее время стали колебаться, не называют ее абхазской царицей, они называют грузинской. Что удивительно, это неправда. Сам имя Абхазия отказывает от своей истории. И меня больше всего это интересует не то, что говорят грузины, понятно, что они говорят. Так вот, там еще в этой песне же идет, она венчалась в Дидубе, то есть в Тбилиси. Так почему ее не похоронили там?
Она же родилась, родина ее Тбилиси. Да, храм построен ее отцом, стоит. Обычно их хоронили в храмах. Нет, ее не похоронили там. Ее привезли в Мцхета. И там она сутки была. До второй день ее... А что такое дорога от Мцхеты в Кутаиси? Дорога не очень-то приятная, не очень хорошая, правда, и не очень сложная, но все равно. То есть им приходилось на Арбе, тогда не было машин, самолетов, ничего, и на своей спине нести гроб. И довольно-таки расстояние около 200 километров. Ее несли. Почему? Надо было сюда увезти. Более того, она собственного отца тоже привезла и похоронила. Ни один Багратид, оправили 5 царей из династии Багратидов, сидели они в Тбилиси. Ни одного не похоронили в Тбилиси. Почему? Да потому что по традиции абхазов нельзя оставлять своего человека на чужбине. Как бы ни было, государство было абхазское, тогда она была абхазская, хотя это не хотят говорить. Сейчас я прочту, это и подтверждение. Но земля-то, абхазы прекрасно понимали, что это там живут грузины. Эта земля не абхазская, а Кутаиси была абхазской землей. И они, кстати, не всех царей хоронили в Кутаиси. Тот же Баграт II или первый из этих Багратидов, он похоронен здесь у нас в Бейде, который он сам построил. Или... Какие-то еще косвенные, скажем так, доказательства, которые указывают на вот эту теорию, есть у вас? Ну, я вам прочту сейчас один интересный факт. Это Вахушты Багратионы. Родом он из Багратидов. Правда, Багратиды заканчиваются на царице Тамар. Потом идут Сосланиды, там идут от Сельджуков род и так далее. Но они всех, грузины, всех считают Багратионами и пишут Багратионами. Но это уже дело другого рода. На самом деле их род Багратидов, который идет от армянских царей, закончился на царице Тамар. Ну вот что пишет в 18 веке, который считается сам тоже царевич Вахшит, его царь, отец был Вахтанг, царем Картли, он бежал в Москву в то время, когда и он стал крупным ученым, историком и так далее. И сын что пишет? И от того Баграта началось царствование Багратиона в Абхазии. То есть имеется в виду по абхазским понятиям Баграт II, грузины говорят Баграт III. И царствовали те цари абхазов в Абхазии, это пишет Вахушты Багратионы, 199 лет. То есть Баграт II умер в 1014 году. Тамара, царица, умерла в 1213 году. Если вы посчитаете, 199 лет. Это он это и считает. Со времени царствования того Баграта первого до царя Давида, сына Лаша Георгия, то есть сын Лаша Георгия, это сын царицы Тамар, и Давида Нарина, сына Русудан, вся Абхазия находилась под единодержавием от воцарения Багратионов до разделения царств между этими двумя Давидами прошло 274 года. То есть он посчитал царствование всех, Крим приплюсовал и царствование самого Баграта, и вот этих Давидов. То есть 274 года над Абхазией царствовали абхазские цари Багратиды, пишет Вахушты Багратионы. Но грузинские цари это отрицают. Они говорят... Цари? Грузинские историки. Современные грузины 20 века это все отрицают. Они идут против даже Вахушты. Но самое все-таки почему? Одно дело историки. Историк – это личность. Часто всего подвержен влияниям политическим, конъюнктурным. А народ
не воспринимает конъюнктуру. Народ поет то, что он думает. И поэтому, с моей точки зрения, лучшего свидетельства, что царица Тамара была абхазской, хотя о царе говорит абхазка трудно, почему я вам скажу. После Баграта они все в жены брали или аланок, и армян разных этих. Поэтому кровь у них, она, это у всех царей в мире. Да. И ничем не отличается абхазские цари, особенно Багратиды. Поэтому говорит она абхазская не совсем правильно. Она абхазская царица, это точная. И никакая она не грузинская царица. Хотя, да, грузины жили в этом царствовании и занимали чуть ли не второй народ этого царства. Но вы представьте себе, отцовская линия идет от армян. И многие цари, Багратиды, в жен брали армянок. Ну, там Арцрун и так далее, из разных династий. Получается, там больше армянского, чем крови, чем абхазского, а грузинского там вообще нет. Но никто не говорит, что они цари были армянскими. Хотя, правда, армянские историки говорят о том, что над Грузией, почему-то говорят над Грузией, царствовали багратионный армянский род. Но армяне больше правы. Другое дело, они царствовали не над Грузией, они царствовали над Абхазией. Но это уже, опять-таки, современные историки не хотят спорить с грузинами, и так между ними идет. Вот очень интересна версия. Историки, они согласны с какими-то выводами, которые вот вы делаете? Я ни с одним историком как таковой не обсуждал этот вопрос. Ну, может быть, их работы об этом говорят, какие-то взгляды и так далее. В последнее время вышла книга Валерия Еремеевича. Кварчия. Кварчия, да. Он говорит о том, что Багратиды абхазские цари, и царица Тамар включая, он об этом говорит. Но с ними многие не согласны и так далее. Мало историков, которые так прямо, как я сейчас ставлю вопрос, которые говорят, все-таки не очень-то, как бы сказать, осторожны. А что касается больше всех, которые сейчас занимаются историей Багратидов или Абхазским царством, это Наала Аслантия. Наала Аслантия первое время как-то осторожно она шла до Георгия. Там Георгиев несколько, в грузинских опять-таки одно, а в нашем понятии Георгий IV. Георгием IV они называют Лашу, сына Грузинии. Но на самом деле Георгий IV – это сын Баграта III. То есть это четвертый из Багратидов царь. Так она до этого доходит, все называют абхазским. Потом она как-то осторожно шла. Последнее время вроде бы она тоже осмелилась, всех называет, Багратидов называет абхазскими царями. А так нет работы. Во-первых, историков абхазских мало. И тем более те, которые занимаются впрямую этой тематикой. А есть какие-то материалы, которые можно найти вот в подтверждение какой-то той или иной теории? Если бы я имел все эти, или они имели, наверное, у них мало. А я вот почему и вытащил. Где есть архивы? Есть, конечно, архивы какие-то, но в основном они хранятся в Грузии. Есть архивы в Армении, практически никто не копается. Есть, естественно, и у персов или у Иран, и есть у арабов, но никто этим не занимается. Абхазский историк, во-первых, языки надо знать. Бедный Ермолай Аджинджел часто говорил, надо, чтобы у нас преподавание шло, изучали языки и так далее, но никто этим не занимается. У нас никто не занимается воспитанием историков. Как не занимаются? Есть, не знаю, беги, есть молодые ученые. Но может быть, вы имеете в виду именно этой темой? Так, нет, вообще, для того, чтобы историей Абхазии заняться, надо знать языки. Почему особенно нам
Ну, это тоже один из вопросов. Нет литературы на абхазском языке. Ни исторической, никакой. То есть мы вроде считаемся бесписьменным народом, младописьменным народом. Насколько это правильно, не будем сейчас обсуждать, потому что есть Турчанинов, которого тоже, опять-таки, я уже не говорю о грузинах, а многие абхазы как-то скептически относятся. Кстати, Турчанинова я хорошо знал. Я с ним много не буду говорить. Турчанинов сказал очень интересные две вещи по поводу его работ. Есть, говорит, у меня много противников, которые не воспринимают абхазское письмо. И есть много, которые согласны, но и те, и другие читать не могут. Поэтому они не могут быть настоящими аналитиками того, что я пишу. Но он мне сказал, я уверен, возможно, найдется когда-нибудь, который прочтет то, что я делаю, немножко более по-другому. Но что это абхазское письмо, я 100% уверен. Это один. Второе. Был такой Симон Ашхацава. Ашхацава по-абхазски. Его расстреляли за то, что он сказал, что Асам Таврули, письмо грузинское, абхазского происхождения. И вообще есть мнение, что на самом деле это так. И есть документы, подтверждающие то, что абхазы имели письмо. Но настоящий текст взять и прочесть какого-то, который уже обнародован, никто такого документа не находил. Есть недавно появилось стихотворение, посвященное царю VIII века, сына Леона II, был такой Феодосий. По-абхазски он Таташ, Апсха Таташ. Очень удивительно интересное стихотворение. Там раскрывается весь суд абхазских царей. Ну, небольшое стихотворение. Больше никаких документов об абхазских царях на абхазском языке не существует. Поэтому для того, чтобы разобраться в этом, надо искать за рубежом. А за рубежом, чтобы искать, надо знать язык. То есть надо воспитывать сперва владеющих разными языками, потом их приучить исследованиям историческим и так далее. Это процесс большой, а при наших деньгах, при нашей политической обстановке, где никому не интересна история Абхазии, конечно, очень сложно. Ну, я бы не была так категорична все-таки. Я думаю, что сейчас молодые люди, даже не обязательно историки, везде проходят иностранные языки, но просто, конечно, нужен уровень, и потом финансирование этих командировок, это же как бы это уже другой вопрос, но я бы не стала списывать всю нашу историю, поспорю здесь с вами. Кстати, вот в вашей статье я читала о том, что царица Тамар назвала своих детей абхазскими именами. Да. То есть это тоже, вы считаете, косвенное подтверждение того, вот этой... Конечно, тем, конечно. Что, да, вашей теории. Вы понимаете, вопрос о том, цари Багратиды в 1125 году столицу перевел в Тбилиси, который мы называем Карт. И 100 лет столица Абхазского царства находилась в Тбилиси. Естественно, в окружении грузинского населения царский двор потихонечку стал терять абхазский язык. Но это почему происходит ассимиляция абхазского языка, это отдельный вопрос. Язык наш сложный и так далее. А грузинский язык или турецкий язык, в данном случае мигрельский, то есть латские языки, они легкие. И при встрече людей, которые владеют другими языками, абхазы легко изучают их язык, поэтому они теряют собственный язык. Это, кстати, подметил, есть такой ученый, знаете или нет, Дмитриев, подметил, когда он изучает адыгов, и про нас хорошо знает, и он говорит, имея такой язык, очень трудно, можно завоевывать весь мир женщин и так далее, но вы не продвинетесь, потому что ваш язык не проходит. Абхазский язык плохо проходит. Абхазский язык не стал, не становится международным. Не могут его изучить.
Ну, смотрите, наше время подошло к концу. Все-таки я хотела бы, чтобы вы коротко резюмировали беседу и сказали еще раз о своей версии, своей теории. И как вы думаете, кого она может заинтересовать? Ну, я хочу, чтобы заинтересовало просто абхазское население, что абхазы наконец-то поняли, что царица Тамар или Давид Строитель – это не грузинские цари, что Багратит – это все абхазские цари, и что у нас великая история из династии ачповцев. После царицы Тамар постепенно опять 800 лет мы вниз пошли. И я бы хотел, чтобы этим заинтересовались люди. Ну, чтобы наши историки обратили внимание на эту тему, и чтобы нашли возможности поработать, не знаю, в архивах и так далее, и так далее. Ну, вообще интересная версия. Посмотрим, может быть, кто-то заинтересуется и действительно займется этой темой. Спасибо, что пришли к нам в студию, поделились своими мыслями по поводу происхождения царицы Тамар, по поводу правления царицы Тамар, по поводу Абхазского царства, не знаю, противоречия с грузинскими историками и так далее, и так далее. Я напомню, что мы говорили обо всем этом с Юрием Квициня, поэтом, общественным деятелем, исследователем истории Абхазии. Благодарю. Спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо. Такие были